вы для себя сами понимаете, какой должен быть итог? Я записал рэп, придумал слова. У нас позиция пострадавшего. Нам должны сделать. Жертвы, конечно. Нужно просто поднять зарплату. Из 100 преподавателей 2 преподавателя могут какую-то методику написать. Я фанат советской школы образования. Жизни учит человек, который сам не знает, как жить. En esas problemalar bu bizde. И вот стоит вопрос, школа готовит ли к жизни? Про вот эту инициативу расскажите, которая сейчас она уже, получается, идет, да? Это конкурс для преподавателей и психологов. Почему-то так психологи выделены. Bu yarışının esas maksadı innovasyonный pedagogik tecrübesi olan hocalarını ortaga çıkarmak, onlarga kol tutmak ve bir muhite birleştirmek onlarını. Ve da bilesiniz, hocalar için bu yarışını düşündük. Çünkü Kırım Tatar tilini okutuvda yanı usullarını göstermek, hocalarga bir motivasiya seviyesini kotermek, yükseltmek. En esas problemalar bu bizde. Bu yarış şeklini anlatayım nasıl şeklinde, yani онлайн şekli, форму проведения. Ну давайте, там же Давайте этапы мы сейчас же у вас. вообще о целях скажем, да? Цели, вот да. какая наша идея в чем? Потому что мы знакомы с многочисленными конференциями, научными конференциями, которые ну, не всегда какой-то дают выход, да, выхлоп. Мы сидим, обсуждаем проблемы и все. Наша задача была и есть создать это сообщество, чтобы люди приехали поднять престиж профессии учителя, крымско-татарского учителя, дать возможность пообщаться с коллегами и спросить, как у тебя там, с какими проблемами ты сталкиваешься, а что вот вы как эту тему изучаете? А она говорит, ты знаешь, мы используем вот такую форму работы. Да вы что, интересно, расскажи поподробнее. Она ей рассказывает, а я вот так делаю. Это обмен опытом. Этого не хватает, потому что школа, дом, школа, дом. И мы хотим создать это сообщество. И мы знаем, что вот хотели мы или не хотели, но учителя участвуют в воспитательном процессе наших детей. И нам важно, какого качества этот воспитательный процесс, этот образовательный процесс, конечно же. Вот. Задача такая стоит. Создать это сообщество активных, инициативных, которые хотят учиться, которые потом приедут, и такие же заряженные будут давать качественное образование детям, делиться методиками своими и проводить качественно эти занятия. Ну вот сейчас вы в Дживаре, да, у вас там какой-то, это какой этап будет в Дживаре? Bakınız, yarışımız iki basamaktan ibaret. Birinci basamak bu online şeklinde geçirili ve 3 sınavdan hocalar geçmek gerekler. 3 испытания. Birinci bu tilinin seviyesini belgelemek için 20 umumi sual verilecek. 21'inde, fevralın 21'inde biz endi başladık. Ana tili gününe bağışlap bu yarışının en birinci test endi yollanılğanıdır. İkinci test 23'ünde, yani tünün biz yolladık testini. İkinci test Kırım medeniyeti ve tarihiyle bağlı bilgilerini belgelemek için gene de 20 umumi sual verilecek. Ve üçüncüsü sınav bu video vizitka. Hocalar 3 dakikanın içinde özünü tanıtmak gereklir. Bu birinci basamak. İkinci basamak Aprel'in sonunda 28'inden 30'una kadar Kezlev'de geçirilecek. Bu final sayılar. Finalga tek 30 hoca, yani 10 komanda kısmet geçecek. Bu 3 gün devamında biz bu 10 komandanın yarışlarını yapacağız. Yani onlar birbirinin yarışacaklar. Galibi tek 3 komanda kazanacak. Evet, Kezlev'de, Cival otelinde biz 3 gün bulunacağız. Ну, получается, у вас победитель, как вы будете выбирать победителя? То есть, кто больше... Jüri ekspertlerine davet ettik. Onlar balaf yapacaklar, оценивание.
ve öyle uç komanda 9 Ocağı galibi kazanacak. Bahşişlerini kazanacaklar ve para mükafatı. То есть денежная премия. А сколько вы не говорите, да? Çok değil. Ama ben bilesem hocalar için motivasiya seviyesini көтерmek için civalde, iki gün rahatlanmak, öyle estetik удовольствие degендейін almak, hocalarla tecrübe paylaşmak, öyle bir bizim belli hocalarımızla, belli jürilerimizle biz davet ettik. Onlarla da master-klasslarını geçirmek, bizim misafirlerimizle. Ben bilesem bu da az değil. Да, ну вообще мы хотим, ну конкурс это не такой классический конкурс, который все привыкли, все садятся и что-то решают или что-то пишут. Нет, это будет, он будет состоять из нескольких этапов, и мы будем привносить интересные форматы для обучения. Это будет интерактивный формат, когда вы сразу здесь в работе что-то придумываете. Это будут, например, дебаты. Да? Ставится какой-то проблемный вопрос, есть за и против. Мы там на месте будем формировать команды из учителей из разных регионов, чтобы они учились работать в команде, ну и знакомились друг с другом соответственно. Будет видеокейсы рассматриваем такое, когда снимается небольшой ролик, в котором озвучена какая-то педагогическая проблема. Да? Вот те проблемы с языком, например, которые мы с вами озвучили, вплоть до того, что, ну, например, сейчас мы пишем сценарии этих видеороликов, ну, допустим, приходит мать к учителю, да, и говорит о том, что, ну вот, какая у нас была идея, что на языке зачем мне нужен крымско-татарский язык? Мы все равно ОГЭ сдавать и ЕГЭ не будем. Мы лучше пойдем русский язык изучать, да? И вот это будет такая небольшая сюжетная линия, и потом по окончании ролика задается вопрос всем командам. Итак, какой проблемный вопрос вы можете сформулировать? И начинаем обсуждение, да? И тут же это будет такой мозговой штурм. Мы слышим от самих учителей, которые дают наброски набрасывают различные ответы на эти проблемные ситуации. Возможно, даже там решится, как выйти из этой проблемы. Да. Многие сталкиваются, учителя, с такой проблемой. Мы хотим еще какой-то юридический такой мастер-класс вводить для того, чтобы юристы рассказали, как нужно подавать заявление в первом классе, в какие сроки. Там же есть тоже, в первый класс есть определенные сроки. Если не успеваете, потом, соответственно, не будет. Это чтобы класс сформировался, да? Да. Либо какие сроки, как необходимо подать заявление, либо как инициировать, чтобы изучали родной язык в вашей школе. Вот. И тогда и учителя могут задать вопрос юристу, какие их волнуют, есть проблемы, что нужно делать, и там это отвечают. Поэтому будут конкурсные испытания, и среди них будут различные мастер-классы. Мы хотим экскурсию в стиле квест провести, да, по старому городу, чтобы это не просто ходили, посмотрите направо, посмотрите налево, они что-то делали, творили. И задача этого конкурса, чтобы учителя уехали с чем-то. Флешку даже, чтобы взяли, вставили и скачали песни новые крымско-татарские детские, чтобы обменялись конспектами уроков, скинули какие-то книги. Ну, onun için biz bu Telegram kanalımızda bir grupa topladık. Вот en başında aytdım da nasıl bu Да, ну мы закрепим ссылку. Bu ссылкада endi 90'dan ziyade hocalar, terbiyeciler toplandı. Çünkü biz bilmeymiz komanda, anketalarını doldurganda biz endi onlarını көреміз. Ama qo'shilganda biz ko'rmaymiz. Tek telefon numarası ve bir adı çıqa. Ama şimdiki endi birinci ve ikinci etapını keçken hocalarını biz көреміз. Terbiyeciler, hocalar, böyle bir зауч по воспитательной работе бар. Yani onlar umumi pedagoglar. Ve biz bu yarışını aytgan edik, herkes qo'shila bile, ama yarışga kirgende tek kimni bağlayacağımız biz tek hocalarını. Ну, получается, что по итогу может сформироваться такое сообщество, да,
педагогическое. Ну, кстати, вот эти вот чатики, да, которые мы все не любим, они, в принципе, же могут быть и полезными, да, когда преподаватели делятся какими-то проблемами уже внутри этого чата, да, вот внутри этого сообщества. И получается, что ну, главная цель не соревновательная, я так понимаю, да, вот эта вся история, а просто познакомить друг с другом людей, да? Да. Мы думали, думаем, еще размышляем, что будет по итогу, какой вот результат. Ну, если я думаю, иншаллах, что все это будет успешно, и мы продолжим эту историю, но думаем, что будет потом. Есть идея создания некой онлайн-платформы, где будут какие-то полезные материалы размещаться, может они будут обмениваться. Вот. Ну, есть, конечно, момент, что не каждый захочет своими идеями. Мен оны білем, чөнки çok su hocalar, terbiyeler öz çalışan konspektlerini ya da çalışan metodik kullanmalarını paylaşmağa istemiyorlar. Diler, это bu сейчас. bizim, bu menim. Это сейчас. Ama bu platforma olsa elbette bir hoca taşladı, ikinci hoca taşladı, paylaştı işte taşladı değil, paylaştı tecrübesine göre. Men bilsem başka hocalar da memnuniyetle paylaşacaklar. Ну вот здесь, видите, еще есть момент, мы думали об этом, как стимулировать человека, чтобы он делился. Да. Это, конечно, какой-то финансовый вопрос. Да. Вот если ты знаешь, что ты можешь даже продать свой конспект на общий доступ, ну почему бы тут стоит уже задача другая. Если инвесторы, не инвесторы, меценаты, может быть, это какой-то фандрайзинг будет, не знаю, как вот. Может, это больше респект, больше, ну, как бы ценится больше. Ну, Может как быть, да. публичное признание, что вот у этого преподавателя какая-то очень интересная современная методика. Мне кажется, преподаватели сейчас больше, наверное, не про деньги, а про вот какое-то придание гласности, что ли, что вот есть такой преподаватель, вот у него интересная Возможно. методика. Мы думаем, какие вот вариации найти, чтобы это работало, да, потому что идей много, но самое сложное идею не то, что ее реализовать, ее нужно еще держать, и чтобы она была пролонгирована. Да. Ну, хорошо, все понятно. Теперь такой сложный момент. Организация. Да, я понимаю, что все стоит денег. У вас есть какие-то спонсоры, помощники, кто сейчас вам помогает? Elbette biz bu Balaban proyektini o'zimiz ko'tarib olamiz edik. Bu proyektni barib anlatgan insonlarga ular sağ olsunlar bizga qo'l tutdilar. Imena есть у них или пока не Elbette yo'q, biz aytamiz. Bu birinchidan bizga qo'l tutgan bu Dilara Xanum Yakubova, Jivalning sahibi. U bizga böyle qo'l tutib, dedi siz pek buyuk ishni yapasınız, men ikki qo'lini ko'taraman va sizga mendan kelgan, menim elimdan kelganida men sizga yordam etarim. Bu Resulaga Velilayev, благотворительный фонд Чубанзаде. Najiya Xanum Fimi, o bizga bir informatsion tarafından o'z destegini yaptı. Ve нашими biz усилиями. o'zimiz, biz aytamiz soобщество pedagogов, bu bir hocalar birleşmesi mümkün aytmağa da. Hocalar birleşmesi. Помимо нас еще есть педагоги, которые вот просто инициативные, они сказали: ребят, мы вас поддержим. Волонтеры. Мы будем как эксперты, это наши хорошие знакомые, которые преподаватели работают и в КИПУ, и в школах, и учителя крымско-татарского языка, и просто хорошие методисты. Да? Может, это учитель, но не крымско-татарского языка, но хороший методист, и нам тоже такие люди нужны, которые будут в качестве экспертов выступать. Men de aytmağa isteyim, belki onu evvelden gerek edi aytmağa. Hocalar üçün. Men 3 hafta davamında mekteplerge ve bazı endi Tahsil Nazırlığı saytından alıp mekteplerge, hocalarga telefon açıp bu meseleni anlatkan edim. Bir 20 dakika, 15 dakika, 10 dakika laf etip, her şeyini böyle bir yerlerine koyup anlatıp ссылканы yolladım, böyle yazuf şeklinde ilanını taşladım, nizamnamesini yolladım, bu yarışın nizamnamesini. Ama bilesiniz, nenen rast geldim, oğa pek yazıklandım.
çok sudigil ama bazı hocalar, bazı müdürler pek pasif oldular. Dediler, bağışlanız bizim vaktimiz yoktur, kağıt tübünde kaldık, balar tübünde kaldık. Buğa pek muğayız, bu şeylerini korup, bu şeylerini korup, elbette sen endi düşünesin, sen doğru yolundan ketesin mi ya da yok, ya da belki bazı şeylerini И yanlış это объяснимо, anlatasın. потому что ежедневно в школу присылается целая кипа различных конкурсов И о да бар. на государственном уровне. И задача методические центры, чтобы они привлекли как можно большее количество учителей. И тут среди огромного количества конкурсов еще один конкурс просто физически сложно подтянуть. Но я хотел бы призвать, что это не будет конкурс как конкурс, что Да. Не соревнования. Да, мы Хохмага стоим ичидеги так. рекми. Вы подходите, ага, вы нет, а вы не можете ответить на этот вопрос, вы нам не подходите, да? Это больше такой, ну, как бы говорят в нашем Танышов. сообществе, да, таншов, и прокачать надпрофессиональные навыки. Вот модным Ну, словом. может быть, Bu testlerin neticeleri bir yerге gösterilmez. Может Bir быть, yerге ketmez. тогда вам нужно было просто как-то его над брендингом по-другому, ну, как-то по-другому назвать его, потому что... Yarış değil başka bir şey. Ну, biz deyimiz festival, pedagoglar, Фестиваль? Нет, фестиваль. у нас конкурс Конкурс, записан официально, конкурс да. подразумевает соревнования. А если, допустим, там какой-то такой... Onlar hepsi bir yarışalarda. Тест geçerler, anda endi 10 takım olsa anda da yarışacak. А может в этом и будет прелесть, о том, что учителя поймут, что, оказывается, конкурсы бывают совсем и другого Оказывается, денежный был. образца, да. Но смотрите, кстати, вот вы говорите, да, это же первая инициатива, да, первый год у вас такая İlk инициатива. seferi. Çünkü biz özümüz çok şeylerini bilmiyoruz nasıl geçecek. Скорее всего, это еще связано с тем, что он как бы не обкатанный. Да. То есть, когда вы проведете, там, условно, у вас будет 30 преподавателей, да, вы создадите такое сообщество, это же сразу заработает сарафанное радио. То есть, те, кто сомневался, они поймут, что они ошибку сделали, что на самом деле можно было поехать, ничего страшного, дети никуда не денутся, бумажки никуда не денутся, и можно было реально поучаствовать. И- Тем более на Biz выходных. ne istedik bilesiniz, tek Ahmet Çiğdembaşı saraydan da geldi. Kırım'ın en uzak köşelerden bu hocalarını çıkarıp, onlarını mında celp edip, göstermege, usullarını göstermege, hocaların tecrübelerini göstermege. И вот в этом и проблема еще одна. Знаете, вот весь этот движ и драйв, как говорят современно, он происходит Симферополь, Симферопольский район или крупные города. Столичный Но движ. когда я увидел зарегистрированных людей, сначала мы переживали, что мало будет людей, 30 человек. И когда я вижу Джанкойский район, когда я вижу Кировский, и я Лилюджа говорю, знаете, если мы не наберем людей, мы пригласим вот этих людей, вот ради того, что они где-то в далеких селах находятся, чтобы просто их оттуда вытянуть, с ними познакомиться и поблагодарить за то, что они, находясь в районах, как-то приобщаются к сообществу. Şimdi çalışmayan hocalar da telefonu çalar, diler, ben 60 yaşındayım, ben şimdi çalışmayayım, anam mülkün На müsün? море очень хочется. Civalge. Mülkün müsünüz? Yani biz deyimiz abet mülkün. Bilirsiniz 60 yaşında ve en yaş iştirakçımız 17 yaşında kızcık. O dey, ben de hoca da değilim, ben de çalışmayayım ama hoca olmağı pek isteyeyim. Ve bu muhitke dalıp, bu muhitte özünü bir insan hoca duyup, eğer siz razı olsanız ben iştirak ederim. Вот это еще одна из таких классных идей, когда мы еще думали, что делать дальше. Да? Вот помимо того, что мы начали инициативу, а что дальше? Вот Да. есть вопросы. Да. И мы думаем, у нас возникла идея, может такого рода провести для семей. Вот есть семьи, крымско-татарские семьи. Их всех собрать и между друг другом познакомить, чтобы они поделились какими-то идеями. Конечно, это не будет прямо вот в таком формате действительно конкурса, да, может это будет по типу фестиваля, пускай будет семейный фестиваль. И идея для студентов проводить. Вот те, которые учатся на филфаке, готовятся стать учителями крымско-татарского языка,
и им показать, что учителем быть тоже интересно, тоже престижно и хорошо. Ну, şimdi Edem Hoca bir Balaban proyektinin kısımlarını anlata. Çünkü bizde bir anahtar adlandırılan bir proyekt var. Tahsil anahtarı onun bir parçacığı. Studentler arasında bu da ikinci kısım aile anahtarı. O da bir tane kısım. Proyektimiz pek Balaban ama biz düşündük neden başlamağa. Hocalar yarışını yaptık çünkü bu hocalar, talebeler ve ana babalarının arasında bir bağ olmak gerek. Onun için ondan yarışını, bu proyektinin kararına geldik bu yarıştan başlamağa. Вообще мы сами еще конкурсные люди. Это, опять же, про велосипед, что мы ничего не придумали. Такой конкурс уже есть. Это всероссийский конкурс, и наша школа, мы как педагоги, вот лично я, мы участвовали в этом. Там конкурс команд. И когда мы, от 20 школ участвовало от Крыма, это на государственном уровне, мы прошли, а у нас в команде все 4 учителя и крымские татары. От Крыма прошли 3 команды. 2 команды из Артека и 1 команда из Крыма. И вот наша Симферопольская международная школа. Мы прошли финал, потом в финале мы выиграли, зарегистрировалось сюда 30 тысяч человек. Мы в полуфинале сражались, там было 400 человек. И наша команда выиграла. И вот таким образом мы заявляем о себе вовне, что мы умеем не только танцевать, петь, не только мы гостеприимные люди, приходите вот в наше кафе, да, у нас есть люди, которые и хорошие есть учителя, хорошие врачи, профессоры, актеры, ну, об этом не всегда говорится, да, вот. И мы когда выехали, там были калмыки, чеченцы, кого только не было. И все, а вы кто? Вы крымские татары? Да, есть учителя, да, у нас есть еще родной язык, мы еще и учимся. И что интересно было вот в такой тусовке, мы спрашиваем, а как у вас преподавание родного языка? Они какие-то рассказывают свои мысли, идеи, да? И мы увидели этот конкурс изнутри, и понял, можно это делать и для наших учителей, и это будет работать, потому что мы приехали заряженные, мы познакомились с различными форматами. Вот оттуда я для себя вынес, мне очень понравился московский проект «Осмысленное чтение». У них уже готовы, разработаны для начальной школы, для 5-7 классов, для 8-11 классов. И я смотрю, осмысленное чтение в чем заключается. Вот есть специальные методики, там 5 минут читают шепотом, 5 минут потом громким шепотом, потом вслух, а потом про себя. И они потом обсуждают, что прочитали, что они запомнили. Это сколько раздражающих факторов было, да, когда вот ты громко читаешь. И у меня возникла идея, думаю, слушайте, все уже готово. Просто нужно взять тексты интересные, перевести, адаптировать и просто на языке, сколько там, по-моему, 15 минут урока посвятить этому, и дети, уже читая тексты, начнут понимать, что они читают. Потому что функциональная грамотность, к функциональной грамотности относится и читательская грамотность. В этом есть проблема большая, когда ты читаешь текст, и ты не понимаешь, о чем он. И у них этот проект помогает осознавать, что ты читаешь. И я вот, Леонид, конечно, об этом не знает, хочу предложить, говорю, давайте, может, что-то такое еще придумаем. Да? Оно не затратное, единственное, что с переводом надо немножко, но есть люди, которые это профессионально делают. Ну да, я в принципе про это и говорю, что не нужно сейчас изобретать себя, истязать, можно первые шаги сделать на основе какой-то методики, потому что всегда так бывает, что когда что-то начинаешь делать, уже в процессе включается что-то твое, свое, авторское. Но вот этот первый шаг можно сделать, имея и наработанный опыт. Почему бы нет? Конечно, все цифровые ресурсы, с которыми мы познакомились в процессе, вот когда туда мы поехали, что есть сейчас модные искусственные интеллекты, да, ты просто заводишь какое-то описание,
Можно даже на русском, но как-то какой-то региональный компонент, да, внести. И это использовать на уроках. Меня поразили ресурсы. Например, учитель может построить на специальной платформе квест «Выйди из комнаты». Для того, чтобы ребенок смог выйти из этой комнаты, тебе нужно ответить на вопросы. Туда просто забиваешь текст на крымскатарском языке, да, и выбираешь правильный ответ. Это как такой мини-тест. Ну и тебе там раз подсказочки выходят, там ковер отодвигается или окно занавесочка. И все очень просто и занимательно, интересно. И вот мы хотим познакомиться с этими ресурсами учителей, поделиться, скажите, вот, пользуйтесь, рассказать, как на них работать, как можно адаптировать. Потому что сейчас век цифры, и я прихожу к тому, что если мы хотим, чтобы наше образование двигалось, недостаточно ограничиваться книгами. Нужно идти в ногу со временем, идти в ногу с трендами. И мне понравилась мысль, что на сегодняшний день учитель находится в позиции догоняющего ребенка. Конечно. Ребенок уже давно убежал, а мы Ну, по-моему, бежим. всегда так было, нет? Раньше учитель, какая у него функция была? Это кладезь знаний. У нас как было построено образование? Наша задача была, в библиотеке мало книг, интернета нет. Наша задача по максимуму запомнить эту информацию. Мы запоминали, и наш мозг работал. Сейчас у нового поколения устроен так восприятие, они думают, зачем в принципе это запоминать, Да, если все помнить, зачем? быстро можно эту информацию найти. Я, как старый человек, еще набираю текст. У меня дочь говорит, а что ты на это тратишь время? Окей, Google, она все. Я говорю, точно, можно же это использовать. Они очень быстро подстраиваются. Но я с ней начинаю спорить. Я говорю, хорошо, свет отключат. Если вдруг произойдет какая-то глобальная катастрофа. Будет, если светом. Ну, они вообще не понимают, как могут свет отключить, да? Это мы сидели вот так, при фонаре и там делали уроки. Вот. Поэтому из этой позиции догоняющего надо что-то делать, Ты перестраиваться. знаешь, Эдем, вот если мы говорим про образовательный процесс, проблема основная, как я считаю, это отсутствие авторитета у учителя перед учениками. То есть у нас, я помню, в школе была Мария Афанасьевна, учительница истории. Она такая уже в то время была пожилая, взрослая, плохо слышала. И все над ней как-то так вот подсмеивались, ну как дети, да, мы все же дети. Соответственно, чему она может нас научить, если ее авторитет умножен на 0? С другой стороны, были преподаватели, вот мне повезло, у меня были хорошие учителя, от которых ты понимаешь, что это реально авторитет. То есть, вот у нас, опять же, по английскому, да, он весь мир объездил, он вообще везде был, там, тут, все. И уроки, они были всегда такое, что так, что-то сейчас еще узнаем интересного. То есть, вот этой авторитетности не хватает. И наши учителя в этом плане немножко, мне кажется, зажимаются. То есть, они чувствуют, что они немножко проседают и на своем авторитете и авторитарности пытаются это как-то компенсировать, да. Вот домой не успел там ребенок прийти, а у него уже в ажуре там 2 стоит, или 3, или там что-то какой-то комментарий написан. Да, в наше время уже такого сроду не было вообще. У нас родители даже не знали, что там в школе происходит. То есть мне кажется, что самим учителям нужно меняться. Им нужно ставать более гибкими, более какими-то своевременными, актуальными в том числе. Вот если, допустим, это и с заработком тоже связано. Ну, связано же с заработком. То есть у нас как-то не принято. У нас считается так. Учитель – это что-то высокое, духовное и малобюджетное. Да? А если, допустим, преподаватель ездит на хорошей машине, там он актуально одет, красиво разговаривает. И все такие, ничего себе, я тоже хочу вот так. Вот эта история. Сейчас начался год наставника-педагога в России. И я даже заскринил в Министерство просвещения, это то министерство, которое курирует школами, написано, как будет, мне было интересно, какие инициативы, это же в год учителя получается, да, целый год объявлен, какие инициативы будут проходить, какие мероприятия. И там я даже заскринил, как будут повышать авторитет учителя. Вот у меня, я думаю, что ты согласишься, есть ответ на этот вопрос. И все об этом знают. Но там провести конкурс такой-то,
будем снимать фильмы о педагогах. Я сижу, думаю, ну вы снимете кино, и что? Кто его посмотрит? Ну, даже и посмотрю, ребенок придет и скажет, вот я посмотрел кино, вы, Эдем Серверович, молодец. Или я пойду, стану завтра, поступлю в педагогический вуз и буду учителем. Ответ прост. Нужно просто поднять зарплату до конкурентоспособной, и все. И тогда, если 80, 90, 100 тысяч учитель будет получать, все захотят идти туда, и тогда будет большой конкурсный отбор, а не как сейчас, по остаточному принципу. Все сначала уходят в юристы, в айтишники, экономисты, международные отношения. А что там осталось? Стоит табличка педагог, да. Не читал. Идите сюда, идите, да. И тогда будет большой конкурсный отбор. И тогда будет повышаться престиж, потому что все захотят туда идти. И тогда преподаватели вузов будут отбирать и говорить, так, вы нам не подходите, а ну-ка пройдите такой экзамен. Вы не проходите, извините. И тогда вот это все получается такая цепочка. И тогда вот эти качественные педагоги придут в школу и будут давать качественное образование. И Вот. тогда образование в целом будет Да. повышаться. Вот сейчас есть такое исследование, называется PISA. В нем участвуют 40 с чем-то стран со всего мира, участвуют несколько тысяч подростков, у которых проверяется там, математическая грамотность, естественно, научная и так далее. И Россия всегда находится в двадцатке, не в первых местах. Там Сингапур, не на удивление, может так, я просто не знаком с их образовательной системой, лидирует, хотя настолько различных инициатив проводится, и все без толку. Третье поколение в ГОС, эти стандарты образовательные. И я смотрю, вот по этой прямой они вводились, и никакого результата нет. Страна всегда вот в каких-то отстающих позициях. И задается вопрос, почему? Почему так происходит? Значит, некачественное образование дается. И еще вот мне нравится мысль, не помню, вот профессор сказал, что, вы знаете, что давайте вспомним при Гаспринском, сколько дети учились? Сколько классов в джадистской школе? Газпром, Бурбучухтан, Яром Елгаджик. Ну, то есть полтора года, потом полгода. А сначала 4 года, да? Да. И вот он спрашивает, а сколько учились в советских школах? Помните, родители 10 классов учились, да? Потом, 7 классов. сначала 7, потом 10, потом... Получается, что появляется такое огромное количество знаний, и он сказал, что нет грамотных методистов, которые возьмут всю вот эту систему знаний и не классифицируют, и не поймут, и не скажут, вот это уже устарело, и оно не нужно, Да. а вот это уже новое, его нужно сюда внести. В 10 классов уже не помещается, уже 11 классов в образовании. Вот. Получается, что очень много ненужного, что скопилось, от которого нужно отказываться. И вот стоит вопрос, школа готовит ли к жизни? Сомневаюсь, да, тогда. Они дают какие-то знания, но никто меня не учил, как устроиться на работу, как написать резюме, как заполнить налоговую декларацию. Каждый второй водит автомобиль, а я не знаю его устройства, я не умею водить. Я не знаю, там, как пользоваться еще какими-то. Вот, наверное, вот эти жизненных навыков тоже Просто они отношение важны. к деньгам. Самая главная, по сути, вещь. Ну вот сейчас вводится финансовая грамотность. Ну, нам-то как раз этого польза. Мы уже все спустили. Да, поэтому... Ну, вообще, Эдем, знаешь, возвращаясь вот к этому твоему зарплатному вопросу, ты знаешь, что Исмаил Гаспринский еще в свое время сказал, что учитель унижен своей зарплатой. То есть это уже 100-150 лет длится. И в интернете часто возникает вопрос, что нужно делать? Многие говорят, что надо, вот детей надо воспитывать, то, все, 5-10. Я уверен, что
Я даже так написал, я говорю, сделайте зарплату 150 тысяч человек, и вы своих детей не узнаете. И все начали над мной насмехаться, да, типа надо тербие, берме, керек, все это понятно. Но я считаю, что дети от 1 класса до 11 проходят метаморфозы. И в какой-то момент родитель перестает быть авторитетом. И авторитетами становятся те, кто его обучает, учителя. Это доказано возрастной психологией. Да, они потом возвращаются, но в этот момент они там, где-то. И вот когда они где-то, их жизни учит человек, который сам не знает, как жить. Он не научился. Пускай учителя не обижаются, но я тоже в школе был, да. И если учитель получает мизерную зарплату, и он не знает, как этот мир устроен, ну чему он может научить ребенка? По большому счету. А в каком смысле они не знают, как устроен мир? Ну вот так, если, допустим, да, возьмем, к примеру, там, зарплату 20 тысяч рублей. Ну мы знаем, что это небольшие деньги, да, и на них тяжело прожить. И если мы учителю помимо нагрузки, обучаемой нагрузки, дадим еще мысли, что как жить, как кормить семью, как это все покупать, как все делать, то есть огромная часть вот этих вот проблем на него сваливаются. Ну, где у него будет это вот желание, стремление научить ребенка, если у него много незакрытых вопросов? И это я уже не говорю о том, что отсутствует действительно нет конкуренции. То есть, если сделать зарплату там 150 тысяч рублей, ну сколько людей будут туда, вот в школах будут вот так вот стоять и отсеивать. Так, у вас что, вы там не на красный диплом закончили, все, даже не рассматривают. То есть, жесткий отбор начнется. И Вот начнется Сейчас движение. не только Такой конкуренции нету, сейчас наоборот не работает. хватает Недобор. В педагогов. частных школах Да. вот так работает это. И вот Ну, частная школа может платить сейчас вот Летово, 60 тысяч? например. Может платить 60 тысяч? ну, в зависимости от опыта, да, и нагрузки. Вот. То есть учитывается В регалии. московских школах могут. Не, Москву не трогаем. Да. Все-таки это другой немножко регион. Я даже сейчас не рассматриваю там сельскую какую-то школу. Я вот просто вот есть сейчас зарплата там 50 тысяч, 60 тысяч рублей у учителя. У педагога? Да. Если у него идет, как зауч 3,5 идет, нагрузки. если у него есть та нагрузка, как у классное руководство, он Физрук, работает, историк и ну да, астроном. и еще и учитель года, И если он еще и тогда получает, я ночует думаю, в школе, тогда вот... ну да, сабада нашам хаджик, Учитель беш года по автода версии беш мужа, кун да? чалышып, манабуле и чаха белька малтымыш бей. Не, на самом деле, вы знаете, я реально никого не хочу обидеть, да, то есть, чтобы на меня не обижались, я просто уверен в том, что если именно деньгами помочь вот в этой истории, да, дать учителю возможность не думать про деньги в какой-то короткой перспективе, да, и сразу процесс образовательный он изменится. Специально привезли. Чтобы с пакетом что не было, чтобы мне мы чехадорова не была. только занимаемся лагерями, но еще... Какое-нибудь другое название придумайте, взрослые лагеря, я аж напрягаюсь все время. Просто одно время Солженицына читал, поэтому... Вообще называем это выездные площадки. Выездные да. площадки, да. Так, вот это и вот это сюда. Как-то так поставить, да. Вот. Bu oyunlarni biz dersте çalışıp, bazı mevzularını berip, böyle bir neticeye keldik. Yani en birinci bizim böyle bir balaban muhim proyektimiz bu mana Uxutov ko'rgazma. Mında 18 mevzu, 28 sayfa. Екі графикада yazılgan, yani mevzularga bölüngen. Ayvanlar, kiyik ayvanlar, sebzeler, meyveler, yeşillikler, terikler. 18 mevzu. Это ваша разработка? İbet. Fidançak. Bu Не, ну, уточнение просто. İyi. Bu sizge bakşış olarak ketecek ve mana bu kitapçık. Bu endi 3 oyun biz yarmalıkta iştirak etip, mana 3 yıl devamında yarmalıkta biz iştirak etip 3 oyunu takdim ettik. En birinci mana siz tutasınız onu. Biraz resimlerini de mülkün göstermeyeyim. Çünkü onda endi böyle bir kapatılgan. Anda Kırım Tatar milli tarzında resimler yapılgan, fesler, kalpaklar, mesela çok Karbaba, Bita böyle Kırım Tatar urbalarının Kenedi söz байлығını arttırmak için, расширить словарный запас. Bu oyunu балар мектеп чағына ажак ойна білелер, мектеп тәлебелер ve hatta büyükler oyna білелер. Bu oyunlar endi biraz büyükçe балар için, çünkü mına bu temaşa Элим Hoca, biraz anlatırsınız bana bu oyunlar için? Ну, быстренько скажу.
Несмотря на то, что у меня есть психологическое образование, педагогическое образование, я по первому психолог, второе учитель географии, мы учителя практики, которые непосредственно работают в поле. Да? Мы не занимаемся теорией, и из наших уст вы не услышите каких-то парадигм педагогических, дефиниций сложных. Вот. Поэтому мы, работая с детьми, столкнулись с различного рода проблемами о том, что как заинтересовать детей обучением, образованием. И я как психолог понимаю, что в игре информация, знания лучше усваиваются, чем просто стоишь и что-то вещаешь, говоришь. Когда в деятельности ребенок что-то делает, тогда он начинает лучше усваивать материал. И мы пришли к выводу, что нужно сделать нечто, что позволит увеличивать словарный запас. И вот эти игры помогают в игре учить, ну, скажем так, крымско-татарский язык. Потому что вот первый, например, здесь более 50 существительных, и играя в азарте, они могут, даже не зная этих слов, потихоньку свой словарный запас пополнить. А мы знаем, если ребенку 1,5 года, и он 50 слов уже как минимум знает, тогда он сможет строить предложения и говорить. Потом мы пошли дальше, вторая игра здесь уже более такая сложная, здесь есть существительные, глаголы, внедрились Фольклор, поговорки и фразеологизмы. А вот эта игра посвящена чисто прилагательным, сафатлары и вчага, в котором живут прилагательные. Вот. То есть потребность в том, чтобы как-то разнообразить свой урок, мы вот эту потребность удовлетворяем. Не в полной мере, конечно. Вот думаем сейчас, что делать дальше. У нас еще есть в мыслях игры. Это, конечно, затратно. Проектlerimiz pek çok ama de sizin sualınız para meselesi. Kaydan para Распродали tapmağa одну игру, вложились в вторую. И вот. Эдем, возможно ли вот такой тип игры, такой тип игрового образования внедрить в школу без какого-то вот этого федерального, вот этого вот бюрократического механизма? То есть не проходить какие-то экспертизы, что-то. Bakınız 30% национальный компонент мектеплерде мулькун кошмага. Это павгос там 30% национального компонента. Нечем мулькун дегель. Ну, это же статья закупок. Это же статья закупок. Вот, допустим, возьмем какую-то школу, да? И говорят, все, проблем нету, все классно, все хорошо. Сколько это стоит? Вы говорите, нам это стоит 100 тысяч. К примеру, оборудовать там пару классов. Теперь это же статья расходов, то есть ее нужно куда-то где-то записать, куда-то вписать. И я вот про это говорю, что тут начинает работать бюрократия. Да? Ну, на государственном уровне, да. В школах государственных, я думаю, что это невозможно, потому что это должно проходить определенные утверждения и согласия. Соответствует это в ГОСу, опять же, этим образовательным стандартам? То есть экспертиза должна быть какая-то, да? Ну вот я же про это говорю. Если это будет инициатива педагога, просто вот в рамках темы, которую освещается, он хочет внести какой-то игровой момент. Это не запрещено, конечно, это можно делать. Я, например, когда преподаю свой предмет, я ввожу какие-то цифровые ресурсы. Например, вот есть интерактивные карты, где спрятаны, например, различные географические объекты, и там появляется, допустим, пустыня Сахара, и вот Африка. И нужно нажать, где эта область. Раз, нажимает, раз, и да, правильно. Конечно, об этом не прописано, что я должен использовать этот цифровой ресурс, но я заинтересован в том, чтобы мой урок был разнообразным и интересным, и чтобы он был, главное, продуктивным. Вот. Я, конечно, его внедряю. Это все зависит от учителя. Но есть еще региональный компонент, о котором говорила Лиля Оджа. В Крыму, например, если я провожу урок географии, я сам заинтересован, чтобы дети больше узнавали о Крыме. Если это урок музыки, то рекомендовано учителю музыки внедрять региональный компонент. То есть он может говорить о крымско-татарских музыкантах, о крымско-татарской музыке, о тех народах, которые живут в Крыму. Просто
просто не каждый это делает. И кто-то, может, не хочет заморачиваться. Поэтому тут есть возможность, да, 30%, насколько, да? Ну смотри, я это понял. То есть проблема не в том, что, к примеру, если я делаю урок географии и принес из дома проектор, включил, конечно же, мне никто за это не поругает. Я не про это. Не про это, да. Я говорю про то, что если вы разработали интересную игру, Так. которая в игровой форме улучшает образовательный процесс, вы сталкиваетесь с простой проблемой, предприниматели сталкиваются с ней постоянно, реализация этой продукции. И если мы говорим про какую-то школу, это значит какой-то объем. И это же интересно, допустим, поставить, там сколько учеников, сколько учатся, то есть много людей, много детей. Вам же интересно, как производителю продукта продать 100 штук сразу в одно какое-то место, чем ждать, пока родители поймут, что это интересно, вот и пойдут, 100 раз еще откроют, посмотрят, прежде чем купить. Я про это. Возможно ли вот в эти школы, скажем так, интегрировать вот вашу эту игру, да, какими-то способами. И понятно, что это будет, наверное, не школьный бюджет, да, то есть школа сама не купит. Может быть, эта инициатива будет каких-то инвесторов, ну, условных, которые скажут, ладно, классная идея, классная вещь, давайте попробуем там какую-то школу поставить. Я вот в этом плане, потому что, ну, знаешь, я как предприниматель тоже в том числе думаю так, что раз ты затратил усилия, то было бы неплохо, если бы это что-то тебе обратно вернуло, да. Даже если ты на этом какие-то деньги заработаешь, ты можешь какой-то еще один проект запустить. Это тоже считается. Я вот про это говорю. И сегодня получается, ну, нереально, да? Я думаю, что если это с точки зрения, если закупщиком будет школа через инвестора, тогда это, я думаю, что возможно. То есть, ну, это как такой благотворительный жест. Да, закупили, да. это возможно. Это все зависит от инвесторов. Но и наша работа тоже должна тогда в этом заключаться, потому что мы, конечно, не ходили к инвесторам и у нас был один и то из нашей знакомой, да, который сказал, ребята, я вам помогу, давайте вот. Ну да, понимаешь, я же все про одно и то же говорю, что проблема в том, что мы можем создать продукт, но не можем его продать. Реализовать. А это очень важно. Это практически половина. Даже если у тебя супер гениальный проект, супер гениальный продукт, но если его не купили, он ноль стоит. Поэтому, может быть, я вот в этом плане говорю, что, может быть, имеет смысл найти человека, который не очень про образование, а может быть больше по продаже, да? Тем более продукт, он же есть, он же чего-то стоит в этом плане. Ну, нужно подумать. Это хорошая мысль, да. То есть... Я тоже об этом думал, и есть... Ну вот по опыту Джанлы, да, когда они собирали деньги на печать книги, да, им это удалось и достаточно быстро. Можно и в этот вариант рассмотреть, да, что вот запускается такая игра, давайте Просто еще знаете, в чем проблема? Не каждый предприниматель понимает важность и нужность вот этих пособий и игр. А знаете почему? Потому что предприниматель умеет деньги считать. Ну, хороший предприниматель. Вы же к плохому не идете, он сам еле живет. То есть хороший умеет считать деньги. И вот из этих там условных 100 хороших предпринимателей все равно парочку найдутся, которые скажут, ну, Дима, ну, хороший проект, давайте попробуем. Просто нужно искать. А мы же еще не искали, а уже ответ знаем. Да, да. Все нужно плохие. искать, Все нужно стучаться Наверное, в двери. в этом заключается наша проблема, вот, нашего сообщества, я имею в виду педагогов. Вот я, Демуча, Башхау Джалар, Бузнеберебер, Чалашану Джалар. Мы не умеем, наверное, себя рекламировать, не умеем продавать свой продукт. Ну да, мы только... И не умеем получать от этого выгоду. Даже вот сейчас, с этого проекта, который мы затеяли, да, Уджалар Ярши, мы нашли спонсоров, Колтутхан Адамларна, Иш Адамларна. Даже вот Оджалар, которые придут в качестве экспертов, в качестве жюри, Улар Габр, пора, чунки Улар Чалышаджахлар, Учкун Деваманда. Вы же будете отдыхать. А мы, получается, делали работу, которую на протяжении, скажем, 3 месяцев, да, ну практически, да, 2-3 месяцев, если еще учитывать, что в конце апреля это будет, то получается
мы это делаем, мы тоже меценаты, мы вкладываемся в этот проект, используя свой ресурс, свое время свободное, потому что мы работаем ночью. Мне кто-то говорит, вы в 3 часа ночи в чате, что вы делаете? Я знаю, мне чалшам. А там турецкий сериал, да, Наталья? Нет, действительно, перед ноутбуком сидишь, работаешь что-то, или пишешь, или формируешь. И знаете что? И вот такой подход в итоге, знаете, во что выливается? Что вы Эдему звоните там на 3-й раз. Эдем, так, нам нужно начать подготовку к 3-му. Эдем просто блокирует в телефоне. Нет, Эдем такой же ненормальный. Когда-то эмоциональное выгорание, приходит, когда ты не получаешь какое-то удовлетворение, и в том числе финансовое. Ну, конечно. В этом и заключается проблема учителей нашей школы. Да. Да, вот как бы это странно ни звучало, но я фанат советской школы образования, потому что она действительно работала и дало очень много хороших, качественных учителей. Но они, конечно, уже эмоционально выгорают, устает человек, потому что ты эмоционально очень сильно вкладываешься, физически в это, и не получаешь, помимо отдачи, вот благодарности детей, когда приезжают выпускники, я когда работал в Артеке, они были маленькими детьми, как-то в Киеве на одной свадьбе мы пересеклись, подходит такой взрослый дядя с девушкой, он говорит, вы Эдем? Я перепугался, думаю, так, где, что я сделал не то, почему откуда он меня знает, я его не знаю. Он говорит, вы меня не помните? Я говорю, нет. Он говорит, вы были старшим вожатым, а я был ребенком в лагере. В этот момент я почувствовал себя, думаю, вот это я старый человек уже, да? И, то есть поколение уже выросло этих учеников. Вот поэтому нужно, конечно, нормально, спокойно говорить про деньги. Да. И по идее, даже тот же меценат, да, он делится частью своего дохода условного, и он же тоже знает, что такое маржинальность, да, этого всего. То есть он все это прекрасно понимает. И если вы сами об этом не говорите, кто за вас будет эти вопросы решать? Потому что мне кажется, что это абсолютно нормальная история, когда вы делаете проект. Да, он, конечно, важный, это все, вопросов нету. Но должен быть какой-то итог, результат должен быть. Результат в виде вот этого сделано, отзывов, и плюс нормально, все отлично, классно. Потому что, понимаете, что у нас же не все это могут делать. Вот вы можете это осознать, что это не все могут делать. Вот из 100 преподавателей, 2 преподавателя могут какую-то методику написать. То же самое, как музыкантов. 2 человека из 100 будут композиторами. То есть это делать могут не все. И вот основываясь на этом, можно смело говорить, что раз это можем делать мы, да, мы какие-то новаторства вводим, значит, это тоже что-то ценное. И вот столько это денег может, в принципе, и стоить. То есть проблема в этом. У нас много проектов начинаются на вот таком эмоциональном подъеме. О, давайте сделаем. И все ко 2-му сезону все выдыхаются, потому что это логично, это понятно. Мы же все про жизнь, правильно? Şimdi de bana bu проектны yapganda hocalar dinlafetimiz ve bazı hocalar bu yıl iştirak etme imkanı olmayan hocalar soraylar. Gelecek yılından olacak mı ya da kısmet etse yılından olacak mı? Biz deyimiz, biz bilmeyimiz. Çünkü bu ilk sefer geçirilgen proyekt, yapılgan, meydanға çıkarılgan. Onun devamı olacak mı yok biz bilmeyimiz. Çünkü o pek çok, elbette paralı, elbette oğa pek çok ne gerek, использовать ресурс. Вақыт керек. Çünkü biz hocalar oturup onu nizamlamesini oturup düşüngencik tek nizamlamesini bilmeyim bir 2 hafta geçkendir. Misal için ben sizge aytam. Bütün şeklini, bütün sxemani, sistemasını kimni davet etmege, nasıl mana bu anketalarını Google formada yapmağa oğa da pek çok vakit кетті. Şimdi gelecek yılından kenide sponsorlarını қыдырмақ için, iş adamlarını celp etmek için, barıp onlara anlatmak için, ya da onlar özleri bu proyektni ko'rib aytırlar, hocalar kelingіз, mana böyle bir
экинчи ярышны кечерейек да, чунки мына бу биринчи ярышны кечерген соң баханыз насыл балабан буюк ишни яптыңыз ве нетижелерини көрдүк биз. Ама бу шилерни аңлаган инсанлар олажакмы я да жок, биз Ну, билбейбиз. вот проблема вот такого формата, социального формата проектов есть. Какая проблема? В том, что их сложно монетизировать. А вас туда вкладываешься, но что-то взять, какие-то деньги, даже с концерта того же, который организовывают различные коллективы, они хоть как-то с билетом, да, тут же бесплатное участие. Вот, поэтому тут... Ну, знаешь, да, это на самом деле большая проблема, реально большая проблема. Но я столкнулся с такой проблемой, что когда я решил узнать больше про вашу деятельность, ну, конкретно я фидбэчек искал, очень мало информации в интернете. Понимаете? Если у вас нет в интернете, вас не существует. Вот проблема в этом есть. Представьте, что вы ведете активную деятельность в интернете, да, вас все знают, там, все, вы все время отчитываетесь, вы говорите вот это, вот это, вот это, вот это. И вы, допустим, анонсируете какой-то сбор на проведение этого фестиваля. И делаете сбор там 500 тысяч рублей. То есть собрать по 100 рублей с человека это реально. Потому что много на самом деле людей, которые понимают, что это нужный проект. И не нужно винить предпринимателей, ой, какие они все бессердечные. Ну, слушайте, у него свои проблемы. Он когда зарабатывал эти деньги, про него никто не переживал. Конечно. Понимаете? Ну и никто никому не обязан. Он не ничего обязан. должен, да. Вот у нас позиция пострадавшего. Нам должны Жертвы. сделать. Жертвы, конечно. Нам должны грант написать. Он же заработал деньги, он же вот на какой иномарке ездит. Почему он нам не может дать там 50 тысяч рублей? Для него это копейки. То есть мы за него это решили. Понимаете? А если вот ваша деятельность будет более публичная, Осветить, да? и вы сможете до простого человека, условного, простого многодетного отца, многодетную маму, вы просто достучитесь там, ну 100 рублей, 150 рублей, там вот эти бусти собирают, вот те же джанлы там вот на колонку собирали, да, то есть все равно это какой-то уже такой фидбэк идет от народа, потому что, ну, реально же хорошее дело делаете, а когда вы просто тихо, в кулуарах, в каких-то кабинетах объясняете какому-то предпринимателю, да может быть оно ему 100 лет не надо, а вы ему там какие-то, у него там проблема, фура где-то застряла, а вы ему там рассказываете, что нужно народ... О своих проблемах. Ну, конечно. Свои проблемы. То есть это взгляд со стороны, то есть я прекрасно понимаю, что такая проблема есть. Если вы будете больше в интернете присутствовать, мне кажется, что вот эта инициатива, она будет более легко. Даже те же предприниматели, может вам кто-то напишет, скажет, Балар, вам помощь нужна, у меня там 50 килограмм этого зефира в шоколаде есть, я могу вам его дать на какой-то форум, фестиваль. Мне кажется, вот в этом момент. То есть в интернете Есть тоже такое, нужно да. присутствовать. То, что вы работаете у себя дома, это понятно. Но публично тоже нужно присутствовать. У меня много идей, я идейный человек. Мы своими... Вот не хватает, конечно, ресурсов, о чем говорила Лёдя. У меня вообще такая идея, мы уже приступили к ней. Вот девочки сегодня здесь присутствуют. Мы снимали такие мини-ролики, познавательные, на какие-то научные темы освещали на крымско-татарском языке. И им это нравилось, и я понимаю, что я, говоря детям, активным пользователям интернета, до них мало достучусь. Либо это сделают их ровесники. А мы знаем, что авторитетом в подростковом возрасте, как вы говорили, родители не пользуются. Ну, там, временно теряют. Да, там сейчас выходят на первый план ровесники их. В начальной школе это учитель, а потом, когда они становятся подростками, там уже ровесники. Вот. И мы делали с ними такого подобного рода, прописывали сценарии, достаточно интересно, весело. Вот. Нужны люди, которые бы помогали нам в этом тоже. Мне кажется, это бы зашло. Было бы интересно вообще говорить о науке простым языком с помощью детей. Сейчас я благодарен много людей, которые начали заниматься подростками. Вообще, почему и Smart Lab возник, вот эта сфера? Получается, у нас ниша
дошкольного образования и начальная школа, она заполнена. Много Да. книг, сказок. И потом мы как-то все, мы свою функцию, миссию выполнили. А что дальше? 9 лет, да, вот идут даже дни рождения, аниматоры на крымско-татарском что-то говорят, но с 9 до 17 лет посчитайте, сколько вот выпадает целое поколение, которое, в принципе, остается никому не нужным, не интересным. Это смекнули наши хореографы и думают, слушайте, эта ниша не занята, давайте мы предложим танцы. И все дети хотят приобщаться к крымско-татарскому сообществу. Хореографы поняли, как это делать, и вот они привлекают. И сейчас возникает огромное количество различных танцевальных школ, потому что эта ниша не занята, и, соответственно, они это занимают. Вот. Поэтому одна из идей, что что-то нужно делать для этого поколения. И вот мы думаем, чтобы присутствовать в интернете, а чтобы присутствовать в интернете, недостаточно текстового материала. Да, мы в текстах, я очень люблю тексты, очень длинные тексты, но сейчас у детей клиповое мышление, они хотят быстро меняющиеся картинки. Вот. Поэтому для того, чтобы вот Фиданчих, Smart Lab должны присутствовать в видеоконтенте. Для этого нужно, вы сами знаете, огромные затраты, ресурсы, начиная от съемок, камер, света, заканчивая монтажом, начиная со сценария. Да, А biz bu şeylerini, bu roliklerini evlerimizde а çıkardık. мы böyle такие светильникlerini koyup. снимаем, нормально, да, нормально, на телефон. iPhone нужно просто купить и все, а там все нормально сложится. Достаточно весело и интересно, но резонанс, охват маловатый, да. Вот. Потом, я думаю, возможно, конечно, это просто снимать, записывать в подкасты. Но не всех это интересует. Это будет очень узкое сообщество, у которого достаточно времени там, ехать в машине и это слушать. Вот. Поэтому думаем, размышляем, как вот я могу выйти, да. дать совет, потому что у меня есть опыт в этом деле. На самом деле вы сильно усложняете. Да? Чтобы начать какую-то минимальную деятельность в YouTube, да, вам достаточно заинтересованный круг людей, пускай это будут подростки, они сейчас очень быстро все монтируют, в телефоне прям накладывают эффекты, это то есть не проблема. Это просто должен быть заинтересованный круг людей. Чтобы снять какую-то задумку, там тоже минимальное количество решений. Вот, допустим, та же петличка, она может стоить 1000 рублей, и она даст хороший звук, просто она будет с проводом. Все. Вот рекомендовали, говорит, заверните телефон в носок. И Ну, Звук будет чище. да, может быть. Но телефон должен быть хороший просто. Ну, вообще, на самом деле, вот если у вас такой посыл появится, да, вы захотите это делать, я вам очень быстро вас научу это делать. отлично. И самое главное вот в этом деле, это придерживаться формата, определенного формата. То есть, если вы начали снимать 3-минутные ролики, даже если это говорящая голова с какой-то минимальной графикой, пускай так и будет. Пускай это не будет так, что сегодня вы в комнате сняли, завтра вы на улице идете, вот так все трясется. То есть вы понимаете, да? Определенный формат продумать сценарий, что вы хотите рассказывать, и все это дело выпускать. Потому что, ну, не знаю, но надо делать. Очень мало контента. Очень мало контента. Я сейчас участвую опять В голосе. в конкурсе, да. Это преподаватели частных школ, учителя. Московские частные школы проводят. И одна из задач снять видеоролик. А тема школа не к ЕГЭ готовит, а к жизни. И осветить эту тему. Думал. И вот буквально недавно закончили монтирование, тоже своими силами, сняли в стиле рэп. Я на своих учениках. Они меня воспринимают вот как учителя, такого классического, приходящего, что-то говорящего. И тут, когда они участвовали в съемках, я просто я записал рэп, придумал слова за 2,5 часа, начитал, и я тут читаю рэп. Включается камера, я начинаю играть.
И я смотрю на детей, я вижу такой легкий шок. Они сначала думают, что происходит с учителем. Ну да. Человек заработался. Рушится мир в глазах. Да. И я вижу, что они немножко по-другому на меня начали смотреть, что я человек, который тоже и обладает каким-то спектром эмоций, который тоже может и любит слушать разные направления музыки. Я не слушаю классику или крымско-татарских народных оперных певцов, да? Слушаю разную музыку. И вот эта пропасть, расстояние между нами уменьшается. Да. Там, я тут стою на камеру, и я слышу, как в коридоре дети там: «Эдем Сергеевич, мы ваши фанаты, дайте автограф». И вот этот ролик скоро выпущу Появится в в свет. соцсетях. Да. Я, конечно, думаю, как отреагируют вообще. Также будут: «Эдем Сергеевич, мы ваши фанаты». Я подписан на многих учителей, российских учителей, с которыми мы знакомы онлайн, которые делают подобного рода контент. И в ТикТоке они до миллионные просмотры. Это просто учителя, которые, кстати, потом я смотрю, подписан на них, они какие-то методики разрабатывают, свои методички, да, как, например, учителю снимать себя или как позиционировать себя в сети интернет. Буквально там 150 рублей где-то это стоит, но это достаточно. Да. То есть они монетизируют даже свои. да. Потом к ним обращаются, говорят: а вы готовите там к ОГЭ, ЕГЭ, переходите ли вы в такой формат онлайн? В общем, как-то учителя себя позиционируют. Достаточно интересно. Ну, И сейчас вот, ты кстати, знаешь... Министерство просвещения, я участвовал в этом проекте, дошел до финала, топ-блог называется, про образование. Топ-блог, там разные блогеры, но и была такое ответвление про образование, которое курировало Министерство просвещения. Я вот через министерство узнал, что вот запускается такое. Думаю, да, я поучаствую. И я дошел до финала, попал в резервные списки, там один учитель и одна СММ, она тоже педагог, ведет страницы Министерства просвещения. Вот. И туда в списке. Но они 10 отбирали, а я где-то в 12-м. Говорю: ну, Эдем Сергеевич, если кто-то откажется от участия, а там потом попадали мы в суперфинал, где они собирали нас всех, должны были оффлайн проводить. уже, да, встреча была? Да. Вот, но не получилось. И я смотрю, что контент они делают, и они делают это в школе, позиционируют. Кто-то это воспринимает, кто-то очень их сильно критикует. Не знаю, я думаю, что после рэпа, особенно крымско-татарское сообщество, может, кто-то посмеется, да, кто-то... Ну, рэп, наверное. Вообще смешным казаться нужно не бояться. Не Надо бояться быть быть смешным, да. И Не казаться, ничего а Я быть. на такого уроках нет. пытаюсь шутить в этом. С детьми ничего, на одной да. волне. Ну вот у нас тоже. У меня с маленькими работаю. Küçük баллар. Сен санки уларны бір дүнияға далып, уларнен бір сынырда уласын. А башка түрлі балларнен чалышып оламасын. Атта бір шейні аннатканда мен тізлеріне отырам, чтобы быть с ними на одном уровне, на одной волне, и начальник посмеяться, так точно, да. и побегать, и поползать. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы на себя наложили рамки, и мы думаем, что да, это кому-то будет интересно. Нет, надо пробовать, надо делать, и все. И надо присутствовать, в интернете надо быть. Короче, Ну да, в этом слабое место, потому что я не интернетный человек, я в Инстаграм захожу, могу раз в неделю Не, зайти. Инстаграм это Нет, такая я вообще площадка. говорю, да, Ну вот да, как да, бы, да, я потому что в понимаю. Инстаграме все равно есть страничка. Я сахаграм, да? Как Да, называется? я Санграм, да. Да. Я Санграм. Ну, а так на Ютубе или где-то. Ну, огада вахыт керек, понимаете, когда ты занят, например, с утра до вечера, и еще и плюс параллельно у тебя есть проекты, кроме своих занятий, кроме групп, детей, расписаний и так далее, Ну, тут то тогда на смотрящие учителя нас скажут: а когда жить, да? И вот заканчивая эту тему, подытоживая, вы для себя сами понимаете, какой должен быть итог вот этого мероприятия, которое сейчас у вас анонсировано, и вы уже его делаете. Вот по итогу вы что должны получить? Мы Вы. Ну, смотрите. Ну, мы Этот проект- вскользь уже говорили о том, да, что какие мы, Да. что Ну, мы хотим. Да, основная цель – это собрать на такую платформу учителей. комьюнити, да, сообщество. Да, да, сообщество для того, чтобы был обмен опытом. Это Да.
основная наша первая, да, мысль была. Потом она выросла, вот как я тоже говорила, в такой конкурс, как фестиваль. И для того, чтобы... Я сама, когда начала работать, я столкнулась с такой проблемой, что нету материала, нету никаких разработок, это было 10 лет назад. Шимда егер мисали чун инфоурок сайта на Кырсен, анда база шилерны тата пабелесен. Видео формат бары, ана телем, ана хремен театр скальба чыкарды. Дада ожалар онлайн шекелинде оны язалар, видео формат оларак ташлайлар. Ама 10 ел эвелсе бир ши жок эди. Кімсе пайлашмаға істемей. Ожаларға келсен, олар яда өзлері бір зорлықларының чекейлер, бұшелерінен раст келгенде, яда оларда асыл бір шей жоқтыр. Шымдыки ожалар олешелерінен раст келмесін деп, ожалар пек чоқ. То есть уже очень много учителей, педагогов, воспитателей. Есть национальные группы, есть классы национальные. У кого какие-то наработки есть, у кого-то какие-то наработки есть. И почему бы не поделиться друг с другом? Те песни, которые я записала, опять-таки это все было за свой счет. Согласно опять хочу упомянуть Диляру Ханум Дживаль, которые мне помогли записать определенные песни, несколько песен. Я их раздала всему Крыму, не на флешке, а просто кидала вот в формате MP4. Вот, наверное, регионов 5-6, кто у меня видел на страничке, насылсыз буратлық дахаларына алып барасыңыз, бұл ерні біз ижбір ерде тапып оламаймыз, видимо, запускают по поиску, по словам, ничего нигде не выходит. Мен дейм, сіз оларын таппасыз, мен сізге елларым. Я им посылала через Viber, через WhatsApp, 5-6 песенок я разослала по всему Крыму. Мына яқын вақытта Куз байрамны кечіргенде, бір бала бақшасы маға видеоны чықарды. Бақыны сізін еріңіз, біз утренникке сізін еріңізден қоланып, бөле бір постановка яптық. Бөле шелерні көргенде, баларның күлер юзыны көрсен, елтыраған көшчіклеріні көрсен, әлбетте сенің да гонылын көтерелі. Сен дады згедеджі, дады чоқча çalışмаға істейсің. Ве бұл бізге, мисал үшін, маға, шақси маға күч бере. Оз йолымнен кетмеге ве девам етмеге. Ну, спойлер, мы поделимся с участниками тоже такими. Вообще нейминг, он очень важен. Мне кажется, что если бы вы назвали это образовательный пленэр, то было бы немножко... Вместо конкурса? Да, потому что люди не любят соревноваться. Тем более там есть мастодонты, говорят, я ничего не хочу доказывать, уже все. Я уже все знаю. Ну, нет, это шутка. Да, хорошо. Ну, честно сказать, там достаточное количество людей уже для того, чтобы... Ну, шымда 55 ожа анкеталарны толдырып иштирак этелер. Ве айтмага истейм ки, бүгүнден, 21-ден башлап, бүгүн ве марттын 8-ine кадар, до 8 марта, истеген ожалар bu группаға, bu телеграм каналымызға қошыла білелер. Ссылкаға басалар. Екі тестіні ве плюс мұна ученжесіна bu видео визитканы елай білелер. И вот не нужно заморачиваться по поводу видеовизитки, там не будет оцениваться какой-то сценарий или качество съемки. Задача просто вот онлайн познакомиться с человеком. Представить себе. Да. Как говорит ли вообще, да? Ну, ты можешь хорошо знать теорию, но в практике хочется послушать, как человек формулирует. Вот и все. Это даже минуты, 30 секунд этого достаточно. И этого хватит, потому что многие боятся, говорят, ой, я не могу себя записывать, я не буду записывать. Ну, базалары бірінші этаптан қорқалар, базалары екінші этаптан қорқалар. Мен анатам, не бында, не мында қорқмаға ши жоқтыр. Мы сделаем даже такой по статистике, даже поделимся. В основном, даже не в основном, это практически 100% женщины. Да, были. Да. Ну, не мужское это дело. Откуда, из каких районов, какие учителя, какие воспитатели. Там даже у нас учитель скрипки. Кеманиджи. Учитель скрипки, психолог через дефис, да? Поэтому очень рады этому. Вот отвечая на ваш вопрос, что ожидаете, да, какой результат должен быть? В идеале, и мы даже вот сейчас на этапе
договоренности с айтишниками, чтобы создать некую онлайн, это как-то зафиксировать эту платформу. Не просто вот сообщество. Телеграм-канал это хорошо, но когда скидывается, мы же знаем, что там просто лента, можно потеряться. Там очень сложно всё Что-то надо организовывать. как-то это классифицировать, структурировать. Да. Вот. Возможно, такой формат. Потом это сообщество, конечно, необходимо как-то поддерживать, культивировать, опылять. Может быть, это будет продолжение иметь, даже не в рамках конкурса, а где-то мы соберемся и что-то, какую-то тему будем обсуждать. Может быть, просто поедем на берег моря и тот же лагерь устроим трехдневный, четырехдневный, да? Такой момент, что нужно просто познакомиться, да? А уже потом вы можете даже меньшими ресурсами просто выезжать куда-то. Мы можем да? спросить у Общаться. них, что, может быть, там потом возникнет. У нас была идея выпустить на основании проведенного мероприятия какие-то там сборники, но у нас не будет хватать времени, чтобы это грамотно, методически грамотно простроить эти там, сценарии уроков. Вот, поэтому пока идея вот такая. Какой будет результат? İlk sefer bu проект geçirilgeni için biz de o'zimiz bilmaymiz nasıl Да, я natijalar понял. olacak. Ну, на самом деле, вот первый проект, первый этап, вообще первый такой конкурс, он будет показательным. И вы сами тоже много выводов сделаете. Конечно, Я думаю, что-то что- отсеется, да. что-то подрихтуется. Не хувандыра, шымда айтқан едім, 80-ден зияде hocalar bu Telegram kanalımızda toplandı. Bu хувандыра. Çünkü biz onu başlagанда түшінген едік. 30 biz nizamnamesinde yazgan едік, yarışın nizamnamesinde yazdık, 30 hoca finalga düşecek. Ama birinci basamakka көре 30 hoca gelecek mi ya da yok biz ondan korktuk. Ama şimdi Allah'a şükür bana 55 anketa doldurulgan ve böyle iştirakçılar devam ediyorlar. Тест. Тест. Да, ну, хорошо. Яша, да, плавился. Да. В общем, тогда получается финал вот этого всего, какого числа будет? April'nin 28'inden 28. 30'una kadar Kezlev'de geçirilecek. Как раз перед майскими праздниками выпадают Ораза, да, выходные после Ораза. Вот с пятницы, суббота, воскресенье. Hocalar işten işte Cuma günü bu iş günü sayılan, işten son gelecekler. Bizim programımız başlanacak, tanış olacak, biz böyle bir kırış programması olacak. Cumartesi günü esas programımız, yani vazifeler verilecek, debatlar, ekskursiya, questler ve pazar günü, yani sonki gün neticelerini çıkaracağımız ve bir kapanıp akşamı olacak. Kapanıp programması. И даже мы думаем, как в соцсетях вести, еще внедрить в соцсетях какое-то задание. Вот когда мы участвовали во флагманах образования, там еще параллельно какой-то шел квест в телеграм-канале. Нужно было выполнять задание и какой-то ценный приз. Ну там на тот момент ноутбук разыгрывали, да. И все такие начали фотографировать. Да. Вот, видишь? Мобилизировались. Да, то есть ноутбук это уже как-то понятно уже, да? Денежный приз непонятно, а вот ноутбук Да. уже как-то понятно становится. Ну хорошо, что, надо пробовать, надо делать. Хсмет, я думаю, что если вы все проведете, на следующий год у вас уже будет больше заявок, потому что сарафанное радио работает, тем более люди просто должны понять, что ничего страшного в этом нету, надо пробовать, надо участвовать. Согласен. Sağ olunuz. Sağolunuz. Davet ettiğiniz Да, için çok Хсмет, sağ все. olunuz. Memnun olduk. Razı olsun. Sizge de işlerinizde Allah kolay getirsin. Sağ olun.